Вопросы есть у вас? Вопросов никаких нет, только желание узнать, что будет дальше. В гостях в детском оздоровительном лагере Эрзи сотрудники МЧС и МВД собрались на плацу. Здесь неспроста. Этот дождь для детей только в радость, особенно когда на улице такая жара. Сотрудники МЧС знакомят ребят поближе с особенностями своей профессии. А кинологи показывают, что умеют делать их четвероногие товарищи. Сидеть. Молодец, хорошо. Дай 5. Молодец, хорошо. Дай другую. Ай, молодец, дай другую. Ай, молодец, хорошо. В обязанности собак входит и поиск наркотических веществ и оружий. Впрочем, они также умеют искать и взрывоопасные, радиоактивные, различные вещества. Особенно этот день и учения понравились Абдулрахману Азиеву. В лагере он отдыхает не первый год. Уже в актовом зале ребята узнают и все тонкости криминалистики. Они изучают дактилоскопию, опознание человека по отпечаткам пальцев, и не только. След ДНК, то есть след слюны, изымается с внутренней части щеки, между деснами, щекой, зубами, и все. В принципе, все. Достаем, упаковываем. Дальше описываем колбу и направляем на генетику. Такие познавательные встречи для детей не редкость. Их в лагере проводят часто. Это в рамках акции «Безопасное детство». Такие мероприятия очень важны, поскольку, еще раз повторюсь, это патриотическое воспитание детей. Помимо этого, это мероприятия, направленные на пресечение преступлений, правонарушений детьми. Поэтому это очень важно для детей. Сейчас в детском лагере отдыхают 350 детей. Здесь созданы все условия для активного и веселого отдыха. Танцы, песни, вечерние дискотеки, обширные экскурсии к башенным комплексам и живописным памятникам. Такие дни отдыхающие точно запомнят надолго. Дети уже в курсе случая пожара, куда выходить, как себя вести. И у нас, естественно, есть добровольные дружины, которые уже объясняют детям, как себя вести после того, как выходят с территории лагеря и на какой территории им уже надо следовать. Дети очень заинтересованы. С этого года количество детей в смену увеличилось. Это стало возможным благодаря реконструкции лагеря, которая была возможна в рамках договоренности главы Ингушетии и основателя благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Полный апгрейд, не иначе. Я здесь нахожусь второй раз, я здесь был 3 года назад. Здесь очень все изменилось, и мне еще больше понравился лагерь. Изменились корпуса, появились новые места, 2 баскетбольных поля. Бассейн поменяли, тогда на нем стояло футбольное поле. Очень много изменилось, изменился актовый зал, все изменилось. Мне еще больше понравился лагерь. В общем, свои летние дни эти дети точно проводят с пользой. Ну а впереди осень, новый учебный год. Дети отдохнули, настроены на учебу. Родители призываем внимательнее следить за образованием детей, за их воспитанием. И вот всего доброго детям в новом учебном году. В завершение дня в актовом зале прошел концерт. Настоящий праздник детям подарили артисты республики. Хава Гагиева, Мухаммад Тендиев, Магаз 24.